Уфа готовится принять Всероссийский съезд молодых ученых. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя Наталья Латыпова, директор управляющей компании Евразийского НОЦ. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Итак, Уфа вновь готовится стать центром научной общественности России. Расскажите, вот именно этот съезд, насколько значим? Ну, действительно, это большая честь принимать Всероссийский съезд Советов молодых ученых и студенческих научных обществ в Уфе. Каждый год такая борьба между регионами негласно идет за право принимать более 1000 молодых ученых у себя в регионе, потому что на это время фактически город становится молодежной научной столицей. И это действительно здорово, что в этом году была выбрана именно Уфа. Связано это с тем, что, во-первых, в прошлом году регион занял первое место по мерам поддержки молодых ученых в России. Это тоже очень значимо. Одним из первых запустил межвузовский кампус. То есть у нас запущена именно научная часть, не общежитие, а именно лабораторное такое сердце научное нашего кампуса. И действительно уже многие молодые ученые его и видели, или слышали, и многие хотели его посетить. Поэтому вот такое сочетание значимых факторов, оно привело к тому, что ученые в этом году приедут в Уфу. Именно Уфа в этом году молодежная научная столица России. Наталья Сергеевна, вы сказали, что Уфа, Республика Башкортостан, заняла первое место по поддержке молодых ученых. Вот какие именно делаются действия для того, чтобы в науку привлечь молодых? Помните, мы с вами очень много говорили о том, что наука возрастная очень, но сейчас наука молодеет. Нет, наука действительно молодеет, и наша основная научная витрина, да, это наш кампус. Если вы в него зайдете, и не только вы, наши гости замечают, что в кампусе основная масса ученых – это молодежь. Помимо студентов, которые там сейчас находятся, сотрудники лаборатории – это молодые, активные ученые. И действительно, когда с ними разговариваешь, вы можете сами в этом убедиться. Многие из них получали квартиры, стажировки проходили. Ну, я сама по программе стажировок, как молодой ученый, тоже целый месяц зарубежную стажировку проходила. И на самом деле эти меры, они показывают молодым ученым, что республика о них заботится, что именно здесь они могут получить свое развитие. И вы не представляете, какую, некоторую белую зависть в глазах видишь у ученых с других регионов, когда разговариваешь, причем даже с центральных, казалось бы, с учеными Узбекистана, когда рассказываешь, что у нас выделяется до 500 тысяч на зарубежную стажировку, что нам выдают ученым жилье, причем на условиях намного мягче, чем, так скажем, федеральные программы. То есть у нас 3 года до работы, 3 года после, по федеральным программам 5 и 5, там невозможно гасить ипотеку. В общем, условия замечательные. При этом очень много внимания уделяется инфраструктуре. Создан кампус, где будут и общежития, и в том числе жилье для молодых ученых в будущем. Есть дом Евразийского НОЦ. Проходят встречи прямые главы республики с молодыми учеными. Минимум 1 раз в год, а намного чаще периодически. Поэтому это внимание, оно чувствуется. Конечно, молодежь, видя это, хочет идти в науку, поэтому и молодых ученых становится в регионе все больше. Наталья Сергеевна, я не ошибусь, если скажу, что именно благодаря кампусу вузы Башкортостана объединились между собой. Они теперь и географически рядом, основные лаборатории, как-то самые интересные. Вот подскажите, сориентируйте. Ну, действительно, первым шагом, наверное, к объединению вузов было создание Евразийского НОЦ, это объединение наших университетов и предприятий. Это совместная деятельность по реализации программы НОЦ, когда все, так скажем, в одной лодке стремились к тому, чтобы достичь тех результатов, которые мы заявили на федеральном уровне. И логичным продолжением этого объединения стало создание кампуса Евразийского НОЦ, где уже, так скажем, не виртуально, не объединяясь в кабинетах, а действительно на одной площадке, в одном здании собрались наши университеты. Их становится больше. Если в начале, когда кампус открывался, 3 университета были его резидентами, это Уфимский университет науки и технологий, Нефтяной университет и медицинский, то буквально недавно в башне кампуса открылись лаборатории в марте Аграрного университета, Педагогического университета, и в геномном центре открылась лаборатория нашего Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Поэтому сейчас уже можно сказать, что 6 участников Евразийского НОЦ, 5 университетов и 1 научная организация стали резидентами. Конечно, они общаются между собой, вместе пьют кофе, вместе присутствуют на мероприятиях, когда в кампусе, а сейчас в кампусе очень много мероприятий проходит, ученые проходят мимо этажей, видят, что проходит мероприятие, они ходят друг к другу в гости. Медики ходят к нефтяникам, инженеры ходят к медикам, и это на самом деле здорово. Уже появляются совместные проекты, чего, наверное, раньше сложно было представить.
Предстоящий Всероссийский съезд молодых ученых, какой импульс даст? Чего ждете от него? Большой импульс ждем. Во-первых, это возможность показать все наши возможности региона в нашей науке, фактически всей России, потому что молодые ученые — это иногда, да, совсем начинающие аспиранты, но среди молодых ученых уже есть очень много проректоров, много государственных деятелей, руководителей уже научных организаций. И это возможности им тоже показать регион, наши возможности совместных проектов, возможность поддержки грантовой, в том числе наших проектов. Также очень много участников среди съезда и представителей бизнеса. На удивление, но компании сейчас с учетом дефицита кадров, с учетом необходимости обращения к науке, потому что необходимо импортозамещать, что-то развивать, очень активно вот в таких съездах принимают теперь участие. И на Конгрессе молодых ученых в Сочи, и здесь. И мы видим среди списка гостей представители руководящего звена крупных компаний. Поэтому, конечно, посетив регион, мы очень надеемся, что они образуют такие вот тесные связи с нашими учеными. Возможно, это превратится в последующем в крупные заказы, в крупные проекты. Поэтому, конечно, мы ждем импульс от съезда в том, чтобы у наших ученых появились новые контакты, новые проекты и с бизнесом, и с другими учеными, ну и возможность всей России показать наши возможности. Это очень сложно сделать в нашем медиаполе, очень много информации, каждый регион стремится показать себя, и вот проведение съездов в регионе, оно позволяет вот как вспышка показать все и сразу, и большому количеству людей. Научно-образовательный центр функционирует уже, может, ровно 5 лет и уже больше, уже перешагнул этот 5-летний рубеж. С каким багажом перешагнули, какие перспективы дальше? Ну, действительно, Евразийский НОЦ отметил свое 5-летие в конце прошлого года. Большая работа была проведена благодаря усилиям главы республики. Евразийский НОЦ стал одним из первых таких проектов, который должен был дать стимул развитию всей науки республики. Дальше пошло участие наших вузов в программе «Приоритет-2030», строительство кампуса. Но вот НОЦ — это был такой первый значимый проект. И проект этот позволил объединить наши вузы. Этот проект позволил приоритизировать направления, по которым наша наука будет двигаться. 4 основных направления НОЦ. И, конечно, он позволил показать региону себя на федеральном уровне, привлечь большое количество мер поддержки и федерального финансирования тоже в регион. Ну а сейчас перспективами является развитие тех проектов, которые мы начали. Сейчас уже есть инфраструктура, есть федеральная поддержка, есть команда ученых. Теперь основная задача — развивать их связь с предприятиями, включаться максимально в крупные проекты. Сейчас приняты национальные проекты технологического лидерства по химии, по машиностроению, по энергетике. И наша задача как НОЦ сейчас перспективная на будущее, чтобы во всех этих национальных проектах была Республика Башкортостан со своими проектами и был НОЦ. Вот сейчас это сложная стратегическая задача, но которую вот как раз в перспективе мы должны решить. Наталья Сергеевна, могу попросить назвать один из примеров, когда вот именно башкирские молодые ученые сотрудничают с крупным предприятием? Может быть, что-то уже сделано наверняка. Один из ярких примеров, который можно озвучить. Ну, да, действительно, вот правильно сказали, можно озвучить, почти везде есть договоры о R&D, но тем не менее, есть, например, проект с нашим крупным предприятием «Газпром-Нефтехим Салават». Там и ученые не только молодые, но в том числе в команде нашего ФИЦ-РАН, которые сейчас, именно этот проект, вот мы сейчас пытаемся включить в стратегию национального проекта «Химия и новые материалы», как один из перспективных, это разработка новых абсорбентов для гигиены. И действительно, это если... Ну, не если, а когда этот проект получится, он уже на середине своего пути. Это будет первое, единственное в России производство суперабсорбентов для гигиены. Оно будет как раз у нас в Башкирии. Большой вклад как раз в разработку этой технологии, отработку этой технологии внесут наши ученые, ФИЦ-РАН, химики, в том числе большое количество молодых ученых. Вот это такой самый, наверное, пока прорывной проект, который мы ждем. Если вновь вернуться к теме Всероссийского съезда, какие наиболее актуальные и интересные НОЦ вопросы будут подниматься, как думаете?
Ну, конечно, молодежь интересует проблемы поддержки, поэтому будет обязательно секция региональных мер поддержки, где в том числе выступает представитель Государственного комитета по науке и высшему образованию Светлана Анатольевна Мустафина. Конечно, будут и секции, какой путь карьерный выбрать. Интересный будет открытый микрофон, путь ректора, предпринимателя, ученого. То есть можно будет молодому ученому определить свой путь, карьерную траекторию. Будут секции, связанные с выбором личного пути, там, учиться или жениться. Такие варианты тоже есть секции. Ну и основное, конечно, это обсуждение мер поддержки, обсуждение проектов и тому, как встроиться молодым ученым в проекты технологического лидерства, как взаимодействовать с бизнесом, как включаться в государственные задания. То есть молодежь интересует и меры поддержки, и то, как им развиваться и получать поддержку с предприятиями, в грантах. Будет школа РНФ традиционная, это грантовая поддержка. Ну и нетрадиционные, они уже стали традиционными, но, так скажем, неформальные форматы, если так сказать. Это наука в барах, это Science Slam, это то, что вечером молодежь любит, так скажем, обсудить уже в неформальной обстановке свои исследования. Тоже интересные, классные форматы будут проходить в Арт-квадрате, в Тинькофф Холл, поэтому, конечно, здесь тоже приглашаем всех желающих. Какие кейсы Республики Башкортостан будут представлены на этом съезде? Раз мы про меры поддержки заговорили, мы заняли первое место, поэтому, конечно, поделимся опытом региональных мер поддержки, как стать первыми в России. Также наш уникальный опыт создания научно-популярных маршрутов мы реализуем в интерактивном мастер-классе «Научная тропа», где покажем, расскажем, как маршруты научно-популярного туризма строить, как по ним работать. И даже 2 маршрута в нулевой день, 1 июля, Сократ и Пифагор, мы запустим, порядка 50 молодых ученых по ним проедутся. Ну и, конечно, экскурсии по кампусу обязательно в нулевой день, около 200 ученых мы ожидаем на экскурсиях. То есть вот это основные наши маршруты, которые мы разрабатывали, мы их обязательно тоже покажем. Наталья Сергеевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, что мы ждем от съезда и, самое главное, что мы покажем со своей стороны. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.